полиции на специальных задач прибыл. Дорогой домой. В Ингушетию вернулся батальон военной полиции, который с июля 2017-го осуществлял задачи в Сирии. Мы для пациентов создали все условия комфорта, чтобы им было комфортно находиться в круглосуточном стационаре, чтобы они себя чувствовали как дома. В эндокринологическом диспансере в Магасе открылся круглосуточный стационар. Мы это называем подсадные. То есть пытались вместо другого пройти на экзамен и сдать его. Литература и обществознание. Сегодня по стране сдавали досрочный этап единого госэкзамена. Представляем файт-карт юбилейного международного турнира по смешанным единоборствам «Дорога в М1. Битва в Назране». Или на силу, скорость, выносливость, бисен на технику. Ахмед и Мухаммед Талдиевы удачно выступили на всероссийском турнире по дзюдо, который прошел в Москве. Добрый вечер, это новости 24. Батальон военной полиции, который с июля 2017-го осуществлял задачи в Сирийской республике, вернулся к месту дислокации, то есть в Ингушетию. Прибывших встретили представители Минобороны России и округа, местные власти, общественные и ветеранские организации. Личный состав поздравил глава Ингушетии. Он же вручил ведомственные и государственные грамоты и медали. Все подробности у Тамерлана Хамхоева. Товарищ генерал-майор, батальон военной полиции на специальных задач прибыл командир батальона подполковник Гурьев. Несколько сотен человек собрались на плацу воинской части в Троицкой. Вернувшийся домой батальон военной полиции Южного военного округа с честью выполнил свои задачи. Охрана важных объектов группировки российских войск, обеспечение правопорядка и безопасности местных жителей, сопровождение гуманитарных колонн. Это не все задачи, что выполняли военные. Не просто задача, это миссия. Миссия ваша, которая возникла по инициативе Верховного главнокомандующего Вооруженным силам Российской Федерации Владимира Путина. И, конечно, министр обороны Сергей Кужегетович. И мне приятно сегодня слышать, именно в том числе и со слов руководителей ваших, начальников, что вы достойно выполнили задачу, что вы не подвели республику, не подвели своих родных и близких. Среди встречающих представителей Минобороны России, руководство Ингушетии, общественные и ветеранские организации и юноармейцы. Начальник управления военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский в своем выступлении отметил значимость вклада, что внес батальон в установление мира на территории Сирийской Арабской Республики. Мы в очередной раз встречаем военнослужащих батальона военной полиции 19-й отдельной мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, с честью и достоинством выполнивших поставленные перед ними боевые и специальные задачи Сирийской Арабской Республики. В ходе проведения гуманитарных акций, обеспечения экономических интересов Российской Федерации. Одной из сложнейших и, конечно же, важнейших задач стало обеспечение вывода мирных граждан, боевиков на занятых террористами районов Восточной Гуты. Всего выведено около 130 тысяч населения. А глава Ингушетии Юнузбек Евкуров отметил, быть военным – это большая ответственность, и поэтому пройти путь от простого рядового до генерала будет сложно, но вполне возможно при ответственном подходе. Задача, которая нарисовалась по линии Восточной Гуты, она была внезапная, и таких провинций, ситуаций, в том числе Сирийской Арабской Республики, могут много. Поэтому не настраивайтесь на легкую жизнь. Это первое. Да, ваш руководитель только что сказал, что все на благо. Конечно, на благо страны, Родиной. Но я, как глава региона, должен вас настроить на месяц отдыха
И то большой долей вероятности. Почему? Потому что через 10 дней, через 15, через 20 дней может быть команда собраться. Поэтому надеюсь, что все на это готовы. В числе встречающих председатель Народного собрания Ингушетии Зелимхан Евлоев. Поблагодарив состав батальона от имени депутатов республики, он подчеркнул, насколько значима работа, которую выполнили бойцы в Сирийской Арабской Республике. Та оценка, которая была дана вам сегодня руководством, говорит о том, что вы достойно выполнили задачу, которая стояла перед вами. Сегодня в Сирийской Арабской Республике война. Вы помогали мирному населению этой страны приобрести мир. Исполняющий обязанности командующего 58-й армией Михаил Зусько поздравил личный состав и выразил надежду, что и в дальнейшем задачи, возложенные на бойцов, будут выполняться с той же ответственностью. Многие политики рассуждают, нужны вы там были, не нужны. Мы все с уверенностью сейчас подтверждаем, и весь мир с этим согласен, что то, что сделал ваш батальон, то, что сделали остальные батальоны, это нужно. Это нужно в первую очередь в интересах нашего государства, в интересах сохранения Сирии как государства и в интересах развития нашего государства. В процессе выполнения задач, возложенных на батальон, немалую роль играла и религиозная составляющая. Полковым имамом, как его прозвали, для военнослужащих стал Аюб Гудантов. Для нас большая честь выполнять такие задачи, которые перед нами ставит наше командование. Я от себя лично, от лица батальона, хотел бы выразить благодарность главе республики Ефуру Юнусбеку Баматкиревичу и нашему командованию за данную возможность проявить себя во благо Родины. Каждый из этих ребят заслуживает самых высоких наград, отмечают собравшиеся. Ведомственные и государственные грамоты и медали вручаются главой Ингушетии и начальником управления военной полиции Минобороны России. Не забыл глава Ингушетии семью Рамазана Героева, нашего соотечественника, что разбился в самолете недавно на территории Сирийской Арабской Республики. Семье Рамазана вручили ключи от трехкомнатной квартиры. В завершении мероприятия весь батальон прошел торжественным маршем. Эти ребята, без сомнения, для защиты интересов нашей страны готовы отправиться в любую точку земли. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. Работа по составлению списка присяжных заседателей для районных судов общей юрисдикции республики будет завершена к началу мая. С 1 июля этого года присяжные заседатели уже должны быть задействованы в районных судах общей юрисдикции региона. Об этом Юнусбеку Евкурову сегодня в ходе рабочей встречи сообщил председатель Верховного суда Ингушетии Ибрагим Фаргиев. Он уточнил, что работа по определению соответствующих граждан и обработке их персональных данных ведется правительством региона. Глава республики пообещал оказать содействие для того, чтобы в список присяжных заседателей вошли морально устойчивые и законопослушные жители региона. Цитата. «Отбор присяжных заседателей – это очень большая и ответственная работа. Большое количество людей должно пройти проверку и соответствовать требованиям законодательства», заключил Юнусбек Евкуров. По информации, поступившей от председателя правительства, такая работа проводится, и к 1 мая, как и запланировано, списки эти будут представлены в суды общей юрисдикции Республики Ингушетия. Вот в этом вопросе у меня была просьба к вам оказать содействие в этих вопросах, чтобы что это была работа, что системно была завершена. На протяжении ряда лет совершенно не видим беспокойства, в том числе по судебным процессам, которые происходят в республике. Почему? Потому что и протестов, или каких-то других заявлений, в том числе в адрес главы республики, на то или иное решение судов мы пока не видим. Если бывает, то это редко. Каждый человек имеет право заявить. Судебная система работает в рабочем режиме, в рабочем ритме. Что касается насчет
присяжных заседателей, это, конечно, очень сложная схема. Огромное количество людей, которые должны пройти проверку, тоже соответственно требованиям. Ну и немаловажным для нас является то, что эти люди должны моральной точки зрения соответствовать требованиям. В Ингушетии в этом году будет построен автодорожный мост через реку Сунжа в сельском поселении Троицкое, а также реконструированы участки 7 автодорог. Об этом на встрече с главой региона Юнусбеком Евкуровым сообщил руководитель Ингуш-автодора Батыр Хаматханов. Мост соединит берега реки Сунжа. Реконструкция и ремонт объектов дорожного хозяйства предполагается на дорогах: Назрань, Малгобек, Нижний Курб, Терек; Фат Кавказ, Нестеровская, Алкун, Таргим, Чми; Назрань, Малгобек, Нижний Курб, Терек; Фат Кавказ и Кажево-Сурхахи. Помимо этого, в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» будет проведена реконструкция автодороги «Подъезд» к всесезонному курорту Арамхи от Фат Кавказ, Нестеровская, Алкун, Таргим, Чми. В эндокринологическом диспансере в Магасе открылся круглосуточный стационар. Теперь пациенты, нуждающиеся в специализированном уходе, смогут получить все необходимое. Здесь работают неврологи, сосудистые хирурги, фтизиотерапевты, кардиологи. В их распоряжении современное оборудование, позволяющее бороться со сложными формами диабета, да и не только. Репортаж Ридат Халухоевой. Ерихан Калоев страдает сахарным диабетом уже 12 лет. С тех пор, как он узнал о своем недуге, его жизнь изменилась. Строгая диета, вялость и постоянные визиты в больницу. И если раньше за медицинской помощью ему приходилось обращаться в клиники соседских регионов, с открытием круглосуточного стационара в эндокринологическом диспансере все это позади. Как признается мужчина, за то время, что здесь провел, он чувствует себя значительно лучше. Давление сахара 22 холостона до 15 сахара. Аллахданат. Якугж гунге дэнс аялох якугж лазер. Чо лазер кугж тайса латтер. Килдатигач фут молцогуш. Эльгиш куг эльгиш эштдар. Вместе с Гериханом в стационаре лечение проходит еще 3 пациента, которые нуждаются в круглосуточном специализированном уходе. Кроме врачей-эндокринологов, в диспансере работают специалисты узкого направления для лечения сложных форм диабета. Постоянное обслуживание обеспечивают невролог, врач кабинета диабетической стопы, сосудистый хирург, физиотерапевт и кардиолог. Повысить качество работы позволяют и просторные кабинеты, оснащенные современным оборудованием. По инсулинотерапии условий стационара в данный момент у нас все необходимо есть. Для больных амбулаторных условий они должны поступить. А также, как я сказала ранее, согласно стандартам, все необходимо у нас имеется в данный момент. Одно- и двухместные палаты, удобные кровати, холодильник, телевизор, а также комната для молитвы. Словом, в круглосуточном стационаре предусмотрены все условия, позволяющие в перерывах между процедурами отдохнуть. Обед, конечно, по расписанию, просторной столовой. Также, что немаловажно, для каждого пациента продумывают специальное меню в соответствии с требованиями его диеты. Мы для пациентов создали все условия комфорта, чтобы им было комфортно находиться в круглосуточном стационаре, чтобы они себя чувствовали как дома. В Ингушетии зарегистрировано более 6 тысяч больных, страдающих диабетом. Из них 80 – дети. С открытием этого стационара лечение эндокринологических заболеваний станет намного эффективнее. Ведь с новыми технологиями повышается и качество оказываемых медицинских услуг, на что, собственно, и нацелена работа стационара. И мы ожидаем результаты, хорошие результаты от этого круглосуточного стационара в плане улучшения качества жизни больных с сахарным диабетом, в продлении жизни больных с сахарным диабетом, потому что когда больной с сахарным диабетом или же другими эндокринологическими заболеваниями получает необходимый курс лечения в течение года 1 или 2 раза, соответственно, это, конечно, улучшает и общее самочувствие больного. Вялость, жажда, постоянная сухость во рту – это первые признаки диабета, хотя иногда заболевание долгое время может и вовсе никак себя не проявлять. Так что проверить уровень сахара крови никогда не помешает. Круглосуточный стационар эндокринологического диспансера открыт для пациентов любой день. Необходимо всего лишь предоставить паспорт и страховой полис. Ридат Халухоева, Адам Далаков, Новости 24.
Единый государственный экзамен сдавали сегодня выпускники прошлых лет. Заявления на участие в досрочном этапе ЕГЭ подали свыше 23 тысяч человек в стране. В Ингушетии для проведения итоговой аттестации организовано 2 пункта. В 411-м свои знания по литературе и обществознанию проверяли больше 200 участников ЕГЭ. Здесь в процедуру регистрации выпускников внесли небольшие изменения. Теперь ее проводят дважды. Сначала в алфавитном порядке на входе в ППЭ, а после и в аудиториях по рассадочным местам. Были попытки, как сказать, мы это называем подсадные. То есть пытались вместо другого пройти на экзамен и сдать его. Более похожий на участника, и мы пресекли его несколько случаев. Это было несколько, мы запротоколировали, составили акты, и сейчас уже мы немножко, там изменения, буквально мизерное изменение мы внесли, и сейчас пока без нарушений. Крупный рогатый скот остался без пастбища. Ни на солнце понежиться, ни травки пощипать. Вот с такой проблемой столкнулись в Сунже. Там еще в 90-е заводчикам была выделена территория для выпаса их животных. Постепенно этот большой участок стал раскраиваться. Объявились новые владельцы. В этой ситуации разбиралась наш корреспондент Рина Цычуева. На этой территории сегодня нет ни одной скотины. А ведь совсем недавно здесь была другая картина. Местные жители использовали эти земли как пастбища. Как они нас уверяют, им их выдало государство специально для этих нужд. Травка зеленеет, солнышко блестит, но уже не для местных коров. На протяжении нескольких недель они стоят в стойлах и рвутся на свежий воздух. Но ничем помочь им местные жители не могут. О том, что у земель под общественным пастбищем появились собственники, жители узнали от пастухов, которым новые хозяева запретили появляться на их земельных участках. Ладно, это смириться, но хотят этот кусок останется, футбольное поле هندي كوسوك يوخي جان عتيا يرد مش حليل ديش دور واخذ دوهن مش ليل ديش تو пенсионеры دوهن تليل ديش عاسة تليل كوتم تليل مش تسكلي يجي Местные жители признаются, здесь они пасли коров более 20 лет, и соответствующие документы на эти земли были. Вот только теперь никто не знает, где они. Куда только они не обращались, и в администрацию уходили, и к хозяевам земель звонили. Вот только, видимо, все зря. Таблички с надписью «Продается земельный участок» все же появляются. دوهن حار ملاح ياخذ عدا يرتقي اللي ياخذ واحد يرتقي عشق والاشتراف يجي يتقي ازدد يرتقي لينا يديه بيش دوح خادي أنا دوهن ليل دي نخبق ود бахриш. Ну а в свою очередь местные власти уверяют жителей, что сделают все, чтобы решить их проблему. شو هين ده حاجة ملكة بتاعها شيء حتى فرد فيها كبير جدا ملكة بتاعها شو تخن شو بتاع صحن ده بقى ناخده عند لوزة بس كنت لوزة بس أصلا من يجي دوك يجي يسرق من يجي توه عندك يجي عندك واحد بس حبيبي يختارني يوم بقول أجي وده حاجات ذاتي هل هديك هدية نبريجي توك أجي В общем, страдают в этой ситуации больше коровы, которые пока решают вопрос с пастбищем, вынуждены только мечтать о свежем воздухе. Рина Цычуева, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня в республику прибыл первый заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Николай Бухонин. Цель визита – рассмотрение вопросов, касающихся работы Советов национально-культурных автономий. Руководители национальных советов рассказали о своем активном участии в социальной жизни нашего региона. Встреча с руководством вашей республики сегодня произошла с присутствием министра национальной политики, где были подняты вопросы национальной политики, объединение, консолидация гражданского общества в единое направление, как Ассамблея народов Республики Ингушетия, на что я просто получил большое удовлетворение в беседе с главой республики, что у него очень большой интерес к этой общественной организации. И мы вообще, хочу сказать, что мы очень давно дружим. У нас ни один съезд, ни один конгресс не прошел без того, что ваша
наша республика была представлена и главой республики, и делегацией. В этом году исполняется 20 лет со дня образования Совета Ассамблеи народов России. В рамках этого в Москве пройдут масштабные культурные мероприятия. Николай Бухонин отметил, что представителям всех конфессий Ингушетии также нужно готовиться к предстоящему мероприятию. На встрече также был поднят вопрос о создании в регионе отделения Совета Ассамблеи народов России. Главой республики были поставлены цели и задачи Ассамблеи народов Республики Ингушетия в составе Ассамблеи народов России. Мы будем продолжать нашу работу в тесном сотрудничестве в будущем. Сегодня на НТРК Ингушетия прошли учения по пожарной безопасности. Буквально за считанные секунды сотрудники телевидения после сигнала выбежали на улицу. Представители МЧС удостоверились, что все правила противопожарной безопасности на национальном телевидении соблюдены. Репортаж Светланы Томовой. Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение. Меньше минуты потребовалось сотрудникам нашего телеканала после сигнала о пожарной тревоге выйти на улицу. Все выходы открыты. Процесс эвакуации проходит слаженно и оперативно. Буквально через несколько минут на место условного возгорания прибыл пожарный расчет. Оперативно сориентировавшись на месте, бригада пожарных заходит в здание для того, чтобы потушить условный пожар. Найти очаг возгорания не составило труда. Ликвидировав его, они направляются к выходу. Как отметили огнеборцы, если бы в каждом здании вот так же быстро реагировали на сигнал о пожаре и оперативно выводили людей, возможно, и жертв при реальных чрезвычайных ситуациях было бы намного меньше. Сообщение поступило на пульт диспетчера, что условное возгорание произошло в телевидении на нашем. И за полторы минуты мы полностью доехали на место происшествия. Была проведена эвакуация людей, полностью проверка здания. Условно очаг был потушен. Состояние здания можно, да, на 5 учитывать, да, на 5. Оценку 5 даем на здание, да. Как показала сегодняшняя проверка, в здании телекомпании соблюдены все необходимые меры. Имеется система пожаротушения, лестницы, вентиляционные и дымовые каналы в рабочем состоянии. Помимо всего прочего, вся необходимая информация об аварийных выходах на виду на всех 3 этажах. Учения проводились с эвакуацией персонала учреждения. Персонал уложился за минуту покинуть помещение. Сработали все датчики пожарной сигнализации и голосовое оповещение. Как вы видите, у нас есть первичные средства пожаротушения, все в рабочем состоянии, огнетушитель и пожарный кран. Несоблюдение элементарных норм безопасности может привести к трагическому исходу. Это показал пожар, произошедший в торговом центре в Кемерово, который унес десятки жизней. Сейчас важно не допустить повторения такой трагедии, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности, особенно во время рабочего процесса. В любых заведениях, торговых центрах, государственных учреждениях самое главное – это пожарная безопасность. У нас этих проблем, насколько я считаю, нет, потому что все указатели имеются. Допустим, из нашего новостного отдела выбежать буквально требуется считанные секунды. Максимум это 5-10 секунд получится. И все сотрудники, все мы знаем, куда нужно бежать, где мы собираемся. То, что мы должны собраться вместе со своим отделом, чтобы знать, что все вышли, мы все живы, все целы. И подобные мероприятия, подобные учения у нас проводятся не впервые. Выходя с ребенком в торговый центр, где-то погулять, какое-то заведение, конечно, сразу первым делом обращаю внимание на запасные выходы, на кнопку вызова спасателя, потому что это действительно важно. Вот эти события нам показали, что если бы все это было в порядке, наверное, много людей бы выжило, поэтому это очень важно. А на нашем телевидении, конечно, с этим всегда было все в порядке, поэтому даже мы шутим с девочками, что на каждом шагу нас все мигает, эти всякие приборы пожарные, да. У нас с этим все в порядке.
Такие учебные проверки и профилактические мероприятия на предмет соблюдения техники пожарной безопасности проводятся в Ингушетии по поручению главы республики Юнусбека Евкурова. Ведь безопасность жителей республики превыше всего. Светлана Томова, Рахман Цуров, Ахмед Горбаков. Новости 24. На базе Пятигорского медико-фармацевтического института прошел второй этап всероссийских соревнований «Человеческий фактор» среди команд МЧС студенческой лиги. В нем приняли участие 12 команд из вузов СКФО, большинство из которых девушки. Стало традицией проводить такие мероприятия и приглашать лучшие студенческие команды, которые прошли серьезный отбор и показали высокие знания. Оценивала подготовку участников судейская бригада, в составе которых квалифицированные специалисты в области медицины и психологии. Соревнования проходили в 3 этапа. Оценивались знания теории и оказания первой помощи, а также психологической поддержки. Девочкам физически тяжелее будет проводить сердечно-легочную реанимацию, так как там в физическом плане довольно нагрузка сильная, но они все равно справятся. Подобные состязания на территории округа проводятся в 5-й раз. Команды, занявшие 1-е и 2-е места, примут участие в 3-м финальном этапе соревнований уже в Москве. В Ингушетии откроется представительство Международной ассоциации исламского бизнеса. Суть проекта в развитии предпринимательства с учетом традиций и норм исламского права, не противоречащих законодательству. Плюс ко всему, Ингушетия сможет продвигать свои инвестиционные проекты на международную арену и развивать взаимовыгодные отношения со странами арабского мира. Это укрепит успехи, уже достигнутые главой республики в этой сфере. Тему продолжит Хадис Табриева. Чистый бизнес без посредников – главный и действенный механизм работы исламского банкинга. Вполне возможно, что в республике в скором времени это направление тоже получит развитие. Тем более, что первый шаг уже сделан. Буквально на днях в регионе побывала делегация Международной ассоциации исламского бизнеса во главе с руководителем Маратом Кабаевым. Для гостей первым делом провели обширную экскурсию по региону, а уже на встрече с главой региона и председателем правительства обсудили самый главный вопрос – открытие представительства ассоциации в регионе. Председатель правительства Руслан Гагиев отдал Марату Кабаеву, президенту Ассоциации международного бизнеса, целый пакет проектов. Эти проекты мы будем изучать. Мы сегодня едем в Турцию, в Анталию, где будут все бизнесмены исламского мира, все банкиры из Саудовской Аравии и председатель Банка развития. Пакет инвестпроектов в дальнейшем будет представлен и в зарубежных странах, с которыми сотрудничает ассоциация. К слову, МАИП уже открыла представительство в Турции, Казахстане, Азербайджане, Дубае, Боснии и Герцеговине, а сейчас ведет переговоры с Киргизией и даже США. Ингушетия – 32-й регион России, где создается представительство МАИП. Руководителем будущего филиала избран Магомед Муталиев. Работу региональное представительство начнет, как только уладит юридические вопросы. В данное время ведется регистрация в Минюсте наших предприятий. И после этого будет сообщено всем бизнесменам Ингушетии, это действительно открытие. Наша республика предоставляет на замечательных условиях и площадки, и инженерные коммуникации, и налоговые послабления. Все делается для того, чтобы привлечь к нам как можно больше инвесторов. А это уже дополнительно получается рабочие места, дополнительные люди будут заняты полезным, нужным делом. Впрочем, открытие представительства МАИП в регионе – это только первый шаг в развитии в Ингушетии, да и в России в целом исламского бизнеса. Следующая цель – внедрение в российскую экономику системы беспроцентного банкинга, которая подразумевает не давать и не брать взаймы под проценты, не производить и не продавать нехаляльную продукцию и услуги. Вполне возможно, что в России начало исламского банкинга положит открытие отдельных окон в других банках. Открытие банка – это уже для тех многих сотен, тысяч, может быть, у нас много молодежи, она талантливая, образованная. Они тоже хотели бы заниматься какой-то деятельностью предпринимательской, малым бизнесом, средним бизнесом. Для них это как бы приток дополнительных неожиданных средств, которые могут им позволить, как мусульманину, взять в долг и вернуть обратно без процентов. Вот это самое привлекательное в этой работе.
Международная ассоциация исламского бизнеса начала работу в России всего год назад. МАИБ намерена тесно сотрудничать в вопросе открытия филиалов во всех регионах СКФО. В Ингушетии и в Дагестане представительства фактически уже созданы. На очереди Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики. Цель ассоциации – оказать поддержку бизнесменам, которые готовы предложить реальные проекты. Но, как известно, найти инвесторов не так просто. А для притока инвестиций из мусульманских стран, как отмечают в самой ассоциации, необходимо изменить российское банковское законодательство. Все представительства, которые открыты у нас в России, они ждут, не дождутся, пока депутатская группа, инициаторы, которые вносят поправки в законодательство о банковской деятельности, когда Госдума рассмотрит эти вопросы, эти поправки и даст возможность уже банкам работать в исламском халяльном стиле, когда они могут выдавать кредиты беспроцентные. Впрочем, наша республика во многом опережает другие регионы, успешно налаживает экономические и культурные связи со странами Ближнего Востока. В частности, с Катаром, где ингушская делегация во главе с Юнусбеком Евкуровым побывала еще в феврале. Ответный визит в регион ожидается в начале лета. Хади Добриева, Магомед Урсханов, Новости 24. Министерство спорта Ингушетии представило файт-карт 10-го юбилейного международного турнира по смешанным единоборствам «Дорога в М1. Битва в Назране», который пройдет 7 апреля этого года во Дворце спорта «Магаз» в Назране. В этот вечер также намечается 18 поединков. В них примут участие бойцы смешанного стиля со всех уголков планеты. Ингушские спортсмены заявлены на турнир количеством 14 человек. Главным боем вечера призвано стать зрелищное противостояние двух опытных бойцов. Наш земляк Башир Гагиев встретится со спортсменом из Азербайджана Али Алхаслы. Взвешивание участников перед предстоящими поединками пройдет 6 апреля в Доме торжеств Гранд Пэлас в Магасе. Напомним, что билеты на этот грандиозный вечер единоборств еще можно приобрести в кассах Дворца спорта. Ахмед и Мухаммед Алдеевы удачно выступили на всероссийском турнире по дзюдо, который прошел в Москве. Подготовиться к соревнованиям помогли опыт и победы уже именитых ингушских дзюдоистов Мусы Магушкова, братьев Халмурзаевых. Их пример по-настоящему вдохновил юных борцов. Тамерлан Хамхоев продолжит тему. Ахмед и Мухаммед Талдиевы начали заниматься дзюдо всего 2 года назад, но за это время уже успели зарекомендовать себя как очень перспективные спортсмены. Турнир, прошедший недавно в Москве, стал очередным доказательством. Ахмед занял 2-е место, а вот Мухаммед все свои схватки в рамках соревнований завершил досрочно. Кубок за лучшую технику нашел своего обладателя. С 30 секундочек. Цель – стать олимпийским чемпионом. На силу, скорость, выносливость, бисен на технику. Однако спорт не терпит даже секундной расслабленности. И сразу после приезда домой ребята отправляются на тренировку. 10 часов утра и специализированный зал дзюдо практически заполняется. В это время здесь начинают тренироваться самые юные дзюдоисты. Под пристальным взором тренера эти ребята готовятся покорять новые высоты. Дзюдо как по менталитету нам больше всего подходит, если даже брать во внимание все другие виды спорта. И у нас когда зародилось, оно с давних времен и развивается. У нас есть и олимпийские чемпионы, там, и чемпионы Европы, многократные чемпионы России у нас. Так что у нас и все задатки того, чтобы спорт развивался и развивать. И самое главное, в дзюдо у нас есть массовость. Хасан и Хусейн Халмурзаевы, Муса Магушков, Вахид Даурбеков. Путь этих выдающихся ингушских дзюдоистов стал мотивацией для юных ребят повторить рекорды земляков, а может стать еще лучше. Несмотря на то, что сейчас братья Халмурзаевы и Муса Магушков находятся в Италии, они все равно нашли время, чтобы поздравить ребят и пожелать им новых побед. Эти ребята действительно видно, что работают, пашут. Если они также будут работать, также будут продолжать тренироваться, у них действительно есть будущее, есть большая перспектива. Конечно, нам и хотелось, чтобы и братья Талдиевы, и вообще в целом у нас очень много талантливых ребят, чтобы они продолжали наш путь, еще доказывали и показывали большие результаты.
Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Только так можно добиться больших высот в спорте. Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. На всех этих турнирах ингушские спортсмены неизменно в числе сильнейших. Каждый год желающих прославлять нашу маленькую республику становится все больше и больше. Возможно, в 2028 году на Олимпийских играх в США мы увидим других знаменитых братьев Ахмеда и Мухаммада Талдиевых, которые порадуют нас олимпийским золотом. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Новости 24. Прекрасные мгновения. Под таким названием пройдет выставка картин в Ингушетии в эти выходные. В экспозицию вошли около 30 работ художниц Хади Мальсаговой, Амины Дарсиговой и Тамилы Газдиевой. Картины выполнены в двух жанрах. Это и красочные пейзажи, и яркие натюрморты. Выставка пройдет при поддержке Комитета Ингушетии по делам молодежи. В ее открытии примут участие члены Союза художников России и Ингушетии. Экспозиция будет выставляться всего 2 дня, 7 и 8 апреля в Назрановском молодежно-досуговом центре, построенном благодаря Роснефти. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.